В Малых Дербетах стартовал конный поход, посвященный памяти 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии. Напомню, в июле исполняется 80 лет со дня подвига воинов 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии, которая в 1942 году задержала на Дону многократно превосходящие силы немецко-фашистских войск, обеспечив переправу ряда соединений Красной армии. В этих боях воины национальной дивизии проявили героизм и показали пример служения воинскому долгу. В походе принимают участие представители Российского военно-исторического общества и конно-спортивный клуб «Аранзал». Также в походе принимают участие всадники из районов Республики и Элисты. Очень важно передать подрастающему поколению память о наших предках, которые отдали свою жизнь в борьбе с фашизмом и отстояли донские рубежи. Более 7 дней противостояли превосходящим силам фашистов. Поэтому наша задача сохранить эту память, показать о том, что калмыки достойно несли службу и проливали кровь за Родину. Маршрут общей протяженностью 470 километров пройдет через села Садовое, Кануково, Салынтуктун Сарпинского района, поселок Зимовники, станицу Кутейниковскую и Слободу, Большая Мартыновка Ростовской области. Калмыцкие конники посетят места боев 110-й кавдивизии в хуторе Ажинов и станице Багаевской и завершат поход в станице Раздорская Усть-Донецкого района, где принял свой последний бой герой Советского Союза Эрдни Деликов, столетие которого мы празднуем в этом году. Ростовчане свято чтут память солдат 110-й кавдивизии, погибших при защите донских переправ. Участники похода возложат цветы к памятникам калмыцких воинов. На протяжении всего маршрута будет проводиться культурные мероприятия с участием артистов, ученых, общественных деятелей, юноармейцев, жителей Республики Калмыкия и Ростовской области. Когда 110-я дивизия уже в конце 1942 года переходила от обороны Северо-Кавказской железной дороги на участке Кизляр-Астрахань, переходила уже к наступлению, 110-я дивизия освободила такие населенные пункты, как Буденновск, Ипатово, Дивное. Наши предки, они совершили великие подвиги. Надо об этом знать, и нам знать, и всем нашим потомкам, всем нашим соседям.